Смотрите в этом выпуске проекта «Своих не бросаем». Ну, я 2 раза у жены отпрашивался, скажем так. Отпрашивался, она не пускала. Доли секунды, наверное, сознание потерял, очнулся от того, что меня на дерево отнесло. Были к этому готовы? Ну, у меня не первая война. Мы там, когда лежали, аж подпрыгивали вот от детонации. А вы хорошо помните тот последний бой, когда вот все это произошло? Ну да, хорошо помню. Когда это было? 9 мая. Я сначала смотрю, у меня руки нету. Думаю, как так? Кричу, Митяй, говорю, у меня руку оторвало. Что вас побудило подписать контракт? Чтобы сюда не прилетало. Вот друг за друга и воевали. Вот поэтому же оттуда, говорится, большая семья. Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии участник специальной военной операции, боец башкирского батальона имени Минигалиши Муратова Альберт Бекбулатов. Приветствуем вас. Здравствуйте. Альберт, вы заходили в первых рядах в составе батальона имени Минигалиши Муратова. Были в зоне СВО 9 месяцев целых и пока не получили ранения. Скажите, у вас реабилитация до сих пор продолжается? Ну да, мне здорово прилетело. Здорово, прям точно локтевой сустав, поэтому требуется или операция, или у меня рука на всю жизнь останется 9 градусов. Вот. Амплитуда руки 9 градусов сейчас. Или так, или полностью замена локтевого сустава. Ну, в любом случае, лучше так, чем так. Да, согласен. Согласен, даже боюсь думать, что... Здоровья было. вам, здоровья. И вам. Спасибо. А вы хорошо помните тот последний бой, когда вот все это произошло? Ну да, хорошо помню. Когда это было? 9 мая. 8 мая мы зашли на Клещеевку. Там же нас сопровождали и танки. Как по нам отрабатывали и танки, и минометы. Там все отрабатывало по нам. 9 утром лежали в секретке. И прилетел. Там они подарочек нам 9 мая преподносили прямо с 4 утра до 8 вечера. Сплошь и рядом. Там гул стоял от этого. Говорят, свою пулю не увидишь, а мину не услышишь. Услышал я, прикрылся рукой. Мину всегда услышишь. Даже если она рядом разрывается, сначала ты услышишь очень сильный свист, который с контузией будет свистеть еще очень долго. Там периодически, в секунду рвалось. Я не знаю даже сколько снарядов там, не знаю. Там ребята, говорят, которые на флангах находились, говорят, по вам танки прямой наводкой били, помимо минометов, градов там. Все, как-то так. Рядом прилетел у меня. Я, на какой-то там доли секунды, наверное, сознание потерял, очнулся от того, что меня на дерево отнесло. Упал я от этого дерева. Потом смотрю, сразу двое наповал наших ребят. Трое, корчатся, боль, тоже ранения получили. Оказали помощь? Как оказали? Я сначала смотрю, у меня руки нету. Думаю, как так? Кричу, Митяй, говорю, у меня руку оторвало. А он контузию сильнейшую получил. Он крутится, вертится, там, за голову схватился. Меня не слышит. Я давай свою руку искать. Здесь все там огонь, земля, все сыпется. Потом смотрю, морячок мне кричит, большой, говорит, я, говорит, это раненый. Я ссылаюсь сразу там метров, наверное, 10 блиндаж с нашими ребятами. Там как раз у нас санинструктор. Я его отсылаю туда, а сам продолжаю руку искать. И потом как-то вот так повернулся, смотрю, рука мне из-за спины вываливается. Думаю, рука на месте. Метяет за шкирку и в сторону блиндажа. Первую помощь потом как оказали? Там же в блиндаже, залетел туда. У нас санбрат был, Гюрза. Он уже морячку оказывал, которого ранило, уже помощь перевязывать. Я сначала боли не чувствовал, а когда только залез, там в двухместном блиндаже человек 8, наверное, находилось. И у меня такая резкая боль, я не знал, насколько раненый. Шок, конечно. Да. Мне как посмотрели, давай сразу перевязки, шину сразу наложили. У меня полностью локтевой сустав не было. На коже висела рука. Мне как сказали. Потом как события развивались? Потом, по нам били, ложили. Мы дождались. Ребята ушли 2 раза в этот день на штурмы. А мы лежали 15 часов, ждали темноты следующей ночи. И уходили на эвакуацию. С самого начала и в такую, так сказать, гущу событий сразу в активные боевые действия вступили. Вы были к этому готовы? У меня не первая война, я-то, да, вроде как, да. У нас в Шамаратском батальоне поначалу, вернее, с самого начала, 15% уже были ребята, которые уже, да, бывалые, скажем так. С опытом. Да, с опытом. И мы 1 сентября зашли за линеечку, и 12-го первый штурм. То есть, ребят, которые
скажем так, не прошедшие ничего. Они просто, глядя на нас, то же самое повторяли. А потом потихоньку, да, возмужали, как вот на глазах они, на самом деле, вот они, смотришь, они уже как-то более легче к этому относятся. Не заматерели, конечно. Да. Альберт, мы смотрели часть видео из вашего личного архива, и в одном из них вы показывали, как горел Бахмут. Там такая сплошная серая дымка, и очень сложно что-то на самом деле рассмотреть. Тогда прорыв как раз планировался? Там работали Вагнер работал, а мы стояли под Курдюмовкой. Это не сентябрь, это март месяц был. И нас выставили под Курдюмовкой, чтобы защищать фланги. Чтобы противник не окружил сам город Бахмут, чтобы не взял клещи вагнеровцев наших. И нас на позиции, то есть по фланге закинули. И мы отбивали атаки, да. Вот. Уже в марте месяце было. 23-го года? Да, 23-го года. Да. Уже тогда говорили, что у них контрнаступ должен был быть. Ну да, потихоньку они что-то предпринимали, но... Нас же как говорят, это Шеймурат, буряты, вагнерцы, говорят, вообще, говорят... Отважные парни. Отважные парни, да. Он говорит, вы, говорит, 3 спартанцев. Я говорю, с бурятом вот разговаривал. 3 спартанцев. Я говорю, какие 3 спартанца? Да, говорит, вас везде, говорит, это спартанцы. 3 спартанцев называют. Я говорю, почему? А вы, говорит, вот мы, бурят, стоим, вы, говорит, перед нами. И мы, говорит, на каком-то более-менее расслабоне, потому что знаем, что вы впереди. То есть... Надежная стена. Как за каменной наверное. стеной, Вот, да. я только там узнал. Я говорю, да, пускай будет 3 спартанца. Неплохо же. А вот мы знаем то, что вы попали под плотный танковый обстрел. Скажите, рядом с вашим блиндажом снаряды разрывались? Конечно, там. Везде они рвались, под Лисичанску тоже вылазили. Просто стояли. нет, если гаубица или артиллерия бомбит, это понятно, но если танковые, то это уже прям передок. Ну вот прилетало вот 2-3 метра от блиндажей. Там, утром встаешь, выходишь, сможешь 19, вот под Лисичанску, говорю, 19 воронок. А самое ближайшее где-то 2,5 метра. Мы там, когда лежали, аж подпрыгивали вот от детонации. То есть всякое было. Что в такие моменты вы чувствовали, о чем думали? Ну, если на штурм идешь, там, понимаете, там много тоже не подумаешь же. То есть работать надо. Да, вот по тебе ложат. Надо как-то сохраниться это время. Хоп, перестали, все, пошел на штурм. Все. Там как-то все просто, Безмятежность. понимаете. Да, все просто. Лишних мыслей нет? Все конкретно, Нет. четко? Там же воюешь, понимаете, вот эти лишние мысли, они уходят, там семья где-то, они на задний план где-то уходят. Ты же воюешь за пацана, который слева, который справа находится. И вот он то же самое. То есть его, если он погибнет, кто тебе правый фланг будет держать? Соответственно, вот друг за друга и воевали. Вот поэтому же оттуда говорится большая семья. Вот оттуда. Альберт, а до того, как стать добровольцем, вы работали охранником. Что вас побудило подписать контракт? Ну, я в личной безопасности работал у различных людей. А здесь как-то... Ну, я 2 раза у жены отпрашивался, скажем так. Отпрашивался, она не пускала. Слезы, крики. А потом, когда батальон Шеймурата начал, я говорю, давай так-то, так-то. Алик Камальдинов как раз создавал. Я говорю, давай, я пойду Советник туда. главы по вопросам взаимодействия с военнослужащими. Да. И она такая, как отпустила. А что побудила? Ну, каждого раза мотивация. У меня мотивация, вот громко будет сказано, но я вот так на самом деле считаю, что чтобы сюда не прилетало. Просто люди, кто против, они не понимают, как это снаряды рвутся, как родные бегают туда-сюда. Там же все, насмотрелся я. И во второго племянники меня, чтобы не пошли. Они зеленые еще. Ну да, лучше я пойду. Я хоть что-то умею, хоть что-то помню, по крайней мере. Вот 2 мотивации, этого достаточно. Альберт, скажите, а боевое слаживание вам помогло? Вы какой-то опыт получили? Конечно, помогло. Конечно, в Тотском у нас ребята, инструктора у нас очень-очень крутые. Там приезжали ребята с Иркутска, с Москвы, там очень-очень весомые люди. Вот они не пожалели времени. Нам так и говорили. Я уже, говорит, один говорил, я уже, говорит, миллионер. Вот мне поймите, в принципе, деньги мне не нужны. Я, говорит, пришел из-за того, что вы, говорит, добровольно пришли сюда, и хотите, отстаивать наши, границы, отстаивать нашу родину. Я, говорит, пришел специально из-за этого. Вас обучать. А я что-то подумал, я такой вроде как возрастной. Подумал, для себя я как будто ничего не знаю, и все. Язык, как говорится, рот закрыл, и все, и давай слушаться. Как с самого начала, с самой базы все. И стреляет то же самое, как молодые, и спешиваться с броней на ходу.
Все, взрывное устройство, ну, все. Обучался как будто зеленый я. Вот так было. Альберт, ну вот вы уже много месяцев находитесь здесь, на реабилитации, и мы знаем, что вы начали активно заниматься волонтерской деятельностью, сбором гуманитарной помощи. Да, есть такое. Как вы к этому пришли? У меня, вообще, когда я там был, уже ребята приезжали. Некоторые чисто из-за меня. Вот наш именно батальон Шимрак. Ну, мы все время на передке. И вот из-за меня начали ребята подъезжать. Привозить коробки, то-то, то-то. И вот я что-то после ранения... Ну, правда, я хотел давно, очень давно хотел мне с ними в батальон свой съездить. Но мне врачи не давали, анализы, ну, вот это все. Потом это аппарат Элизарова, там, гипс не давал. А сейчас вроде все сдал. Остается только ждать вот вызова в Курган, центр Элизарова, где протез должен стать. Я у хирурга спросил, я говорю, долго ждать? Да, говорит, долго ждать. Ну, все, я говорю, съездить, ну, успею, да, говорит, успеешь, и все. В первых рядах там. Место освободилось, я сразу туда, в машину. Он говорит, сейчас у меня в сенях столько коробок стоит, вот, которые туда. Ну, там нас старичков-то мало осталось, но все равно. Ну да, это... Да. Жду. Какие воспоминания? Конечно. А они знают, что вы к ним собираетесь? Да. Связь да. поддерживаете постоянно? Мало того, они заказывают уже там, там где-то УАЗик там поломался, там, хоба, надо рессор. Какую-то, да, запчасть привезти, Да, да. да, А вот. представляете, если вы поехали туда сюрпризом? Они были бы в шоке, мне кажется. Ну, наверное, конечно. Нет, там здорово будет. Я просто знаю, Конечно. что будет здорово. Уже соскучились по товарищам? Да, конечно. Вот они мне звонят. Большой, ты где? Мы так соскучились. Как-то так. А можно я хочу поблагодарить? Да, Хочу конечно. поблагодарить это негромкие слова, а на самом деле хочу поблагодарить главу республики. Вот на самом деле глав районов вот нашей республики за помощь, на самом деле, с гуманитарной помощью. Но самое большое, вот от всей души хочу да, ребята, наверное, все со мной согласятся, по крайней мере, с нашего батальона, женщин, которые вяжут, волшебными руками вяжут эти массетки, масхалаты, с грядок, чеснок, то же самое собирают со своих грядок и передают нам, чтобы мы предприниматели, у нас тоже ребята раненые, да, предприниматели на свои деньги закупают там чего-то, этим людям я всем хочу сказать огромное спасибо. Ну, все со мной согласятся, я так думаю. Конечно. Большое спасибо и нашим волонтерам, и большое спасибо вам и за ту работу, которую вы выполняли, и за то, что сейчас продолжаете эту активную деятельность, и как можете вносите свой вклад. Я простой, ребят, которые на передке, они Ну, герои, от каждого из нас и зависит общий результат, и так? Вместе мы сила, и сила в единстве, как ни говори. Все верно. Согласен. Вот поэтому желаем вам благополучно съездить в зону СВО, передавайте от нас тоже от республики большой привет. Желаем вам успехов и удачи. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем». О том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.